С учетом поступивших всех трансфертов и целевых средств из регионального бюджета, без учета дефицита бюджета, была выполнена на 106,1%. Вам всем была роздана первая таблица. Там доходная часть без учета дефицита. Исполнение собственных доходов без трансфертов, спонсорской помощи и дефицита бюджета составило 111,4%. Уточненный план на конец года составлял 27 миллионов 496 тысяч 200 лир, кассовое поступление 30 миллионов 625 тысяч лир. Что касается пакете дефицита или же реализации земли и имущества, это вторая наша табличка, она была выполнена на 114%. При плановом показателе 2 миллиона исполнена плана 2 миллиона 280 тысяч 800 лир. Если мы проанализируем всю нашу доходную часть, по 31 виду дохода была не выполнена только один вид дохода. Это дорожный вид, который нами не администрируется, то есть мы не можем на нее повлиять. Кассовое исполнение трансфертов из регионального и государственного бюджета составили все 100%. При уточненном плане 23 миллионов 460 тысяч 700 лир, кассовое исполнение составило 23 миллионов 460 тысяч 700 лир. Это что касается нашей доходной части за 2016 год. Вопросы есть? Всех материалов на столе. Материалы у всех на столе. Расходные и доходные. Без учета. Если нет вопросов, Могу продолжить дальше? По фактическим Должны расходам дать за отчетный период фактические расходы за отчетный период были произведены в сумме 45 миллионов 637 тысяч 500 лир. Следует отметить, что они не превысили наши плановые показатели, то есть фактические расходы были правильно запланированы. Фактические расходы по ассигнованиям по резервному фонду составили 282 тысячи 500 лир. Все они были израсходованы на оказание единовременной помощи населению. Если мы проанализируем нашу кредиторскую задолженность на 1 января, которая была 2016 года, и на 1 января 2017 года, следует отметить, что она у нас уменьшилась на 3 миллиона 866 тысяч 900 лир и составила на 1 января 2017 года 1 759 тысяч. Я также хочу отметить, что эта сумма – это наши текущие расходы. Нет у нас никакой просроченной или долгосрочной задолженности.